Гимны вообще, как правило, очень похожи один на другой. Практически все гимны всех мировых держав друг от друга очень мало отличаются. Все они с музыкальной точки зрения представляют собой нечто максимально помпезное, в то же время максимально блеклое, как бы и не выдающееся по композиции. Лично оригинальное топится в общих помпезных патриотических фразах, отчего кажется, чем ничтожнее государство, тем пышнее гимн. Например, Таджикистан. Его в светлое будущее вот уже 21 год ведет президент Эмомали Рахмон. Его на прошлой неделе, кстати, переизбрали уже в 4-й раз. При отчаянном борце с золотыми зубными коронками, дорогими свадьбами, похоронами, Таджикистан стабильно считается самой неблагополучной страной Центральной Азии. А чуть ли не половина взрослого населения вынуждена искать работу за рубежом, чтобы просто не умереть с голоду. Удивительно унылая музыка, но я думаю, что это хорошо. И это в каком-то смысле соответствует моим воспоминаниям о Таджикистане. Мы поднялись в какой-то очень древний кишлак на огромной высоте. Кстати, хозяин, там высшая форма угощения, хозяин вынес большой медный таз, доверху наполненным ириской и золотой ключик. Это был какой-то такой вот самое шикарное, значит, угощение. И потом еще интересная вещь, я узнал про Таджикистан. Он стал нам всем наливать чай и наливал только на самом донышке. И переводчик, который с нами был, он сказал, это высшая форма уважения, это значит, что хозяину не лень подливать. Этот текст кажется абсолютно каким-то таким набором общих слов. Наша любимая Родина, да здравствует моя Родина, ты мать всех нас, да, ты символ надежды наших предков. Ну, это какие-то такие общие слова, но я уверен, что в подлиннике это гениально. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот эту вот фразу все время... Да, конечно, ее забыть я уже теперь никогда в жизни не забуду. Если бы я был таджиком, я бы просто прослезился от этой музыки. Древняя такая сухость и сдержанность, и это напоминает вот эти скалы, вот эти вот горы, Памир. Это... В этом есть какая-то мощь такая древняя. Именно не то, что там ля-ля-ля-ля-ля, а так вот бу-бум, бу-бум, бу-бум. Мой свободный Таджикистан. С другой стороны, опять с какой точки зрения? С точки зрения какого-нибудь там муллы, который там, или какого-нибудь там местного царька, как это по-таджикски, не царьки, а как у них называется, там какой-то вот местный бандит, который контролирует... Ну, это же клановое такое общество. Там вот сильный человек, который контролирует это место, он действительно стал свободным. Потому что раньше была над ним какая-то там милиция, советская власть и так далее. Его деятельность была ограничена. А сейчас никто над ним не стоит. Конечно, он стал свободным. Это, собственно говоря, гимн даже не всего народа, а вот гимн вот этих вот, то, что по-английски называется warlord.